Уважаемые ингушские старейшины, я старейшин рода гуджезианцев. Обращаюсь к вам, вы справедливые люди. И хочу, чтобы все это дело разобрали вы, разобрались с этим хорошо. Мне интересно, что среди вас, как родился и вырос такой бессовестный аферист Гилан. Дело в том, что когда мой сын закупил воду, там поискал партнера. И он нашел этого человека, Гилана Халухаева. Мы его приняли как родного сына, родного брата, и как родственника, его и его семьи. И много раз побывал у нас, и в Сванете, и там в Тбилиси. От него только ожидали мы только добра, а получилось совсем по-другому. Он моего сына украли, утащил вот эту лицензию и воду забрал. Это же ворованная вода, продается у вас. Прошу, чтобы это разобрались вы. Если не вы, прошу, приезжайте и разберемся здесь. Вы с этим Гиланом. Чтобы было все нормально. Я от вас этого, от вашего рода этого никогда не ожидал. И не ожидаю. Я хочу, чтобы восстановилась справедливость. Этого я стараюсь. Прошу, чтобы встретились, что он приехал сюда к нам. Вместе с вами. Что аферистов не были, не воровал ничего и не обманывал вас и нас тоже. Хорошо, Герасимович. Я тоже самое обращаюсь всем, что Гилани Халухаев это негодяй, который забрал и воду, забрали все, и в течение 2 годов сюда не появляется. Каждый день говорит, и каждый день в соцсетях говорит, что, мол, вот я новую партию привел, вот я новую партию завез, вот сейчас еще готовят там какой-то эти люди ему готовят это. Никто ему не готовит эту воду. Пока он сюда не придет, пока он с нами не разберется, и пока он, не скажет то, что он сделал, до этого он ни 1 грамма воду не заберет. И никогда в жизни он не заберет отсюда. Еще появился какой-то Гербер, который Гербер говорит, это хорошая вода. Мы очень прекрасно знаем, товарищ Гербер, что это хорошая вода, но это не для вас. Это для тех людей, кто нормально себя чувствует и нормально будет себя вести. Не таких, как вы, ты и Гилани, там обманываете людей. И продаете еще эту воду за $50. Вы просто совесть имеете, нет? Гилани Халухаева. Гилани, я тебе еще раз скажу, что эта вода, и эта лицензия, и это все было, будет и есть нашим, чтобы ты знал этого. И ты не сомневайся никогда в жизни этого. Куда не уйдем. Это всегда будет так. Пока мы живы, ты эту воду ни 1 бутылку не заберешь. Пока ты не приедешь и не разберешь все. И ты еще говоришь, ты еще представляешься президентом Лугела Лайф. Какого президентом? Кто тебе назначал президентом? Откуда ты взял этого президента? Вот таких людей, как ты, такие обманывает вся Российскую Федерацию, всех людей, и поэтому это так же и находится. Вот я прошу всем, кто вот этот ролик увидит,
обращайтесь к этой Гилане и скажите, что пускай едет сюда. Не так, что приехал сюда и этот с 12 бородатыми людьми с охраной приехал сюда. Мы никакой охраны не боимся. Мы кроме Бога никого не боимся, чтоб ты знал. И никакой твоей охраны. Приезжай хоть с охраной, хоть с кем хочешь тем. И приезжай и разберемся здесь. Вы, наверное, видели ролик, Видела я, да. да, Видела. люди к нам обращаются, старейшины, по нашему менталитету мы не можем не среагировать. Почему? Потому что это касается напрямую нашего соотечественника, которого мы тоже уважаем, чтим. Да. Вот, он как бы туда инвестировал по грузинским законам. А вы, как мне сказали, являетесь членом государственной комиссии по запасам. Поняла вообще, вас что интересуется. Я в курсе дела, понимаете, я и видела Да, вот это. ну вот вам уже Гилани показывал заявление. Да. Заявление это было составлено, сейчас я вам скажу, в 2021 году. Да. Перед судом мы написали Да, мы это ознакомились заявление. с этим заявлением. В этом заявлении мы узнали основные события приобретения лицензии Да. по добыче вот этой минеральной воды. Да, да. Вот основные события. Вот на ваш взгляд, вот как обращается оттуда грузинская группа старейшин, что они обвиняют Гилани в мошенничестве, то есть лицензию он получил мошенническим путем. Вот на ваш взгляд, как член комиссии по запасам Грузии. Магомед, слушайте меня, Да, хорошо. да. Вы, наверное, Значит, поняли, о чем я здесь- хочу Да, спросить я вас? поняла. Мои сотрудники, да, я. Вот это, значит, передача лицензий, специализированные формы мы составили, понимаете? Мы составили, потому что Гелана Халухаева я вообще не знала никогда. Они вот старые лицензиаты привели его ко мне, понимаете? Они пришли ко мне, и потому что они не могли выполнить условия лицензии. Потому что было предусмотрено лицензией, старые лицензиаты никак не могли выполнить. Понимаете, это было подсчет запасов, это была технологическая схема рациональной разработки, это было составление зоны санитарной охраны и так далее, и тому подобное, обустройство скважины и так далее. Когда старые лицензианты пришли ко мне, они привели Гелана Халухаева, понимаете, они мне попросили, чтобы я как специалист и мои сотрудники как специалисты, чтобы составили это, заполнили, то есть это заполнили формы. Есть специализированная форма, понимаете, которая предусматривает передачу лицензий. Там есть вопросы, которые должны составляться. Ввиду того, что мы специалисты, да, мы касаемся вот к этим делам, у нас есть, значит, тесная связь, потому что они пришли ко мне. Мы заставили это передача, значит, лицензий от старых лицензиатов к новому лицензианту, понимаете? Мы составили этой формой. Они подписали и одна сторона, и другая сторона. И уехали, там есть агентство по природным ресурсам. Там составили лицензию, там есть департамент по выдаче лицензии. Я тоже лицензиантам помогаю документально, чтобы было нормально оформлено. Понимаете? После этого, когда передали лицензию Гелана Халухаева, все эти условия лицензии перешли к новому лицензианту. Потом к нам заключили договор, и мы составили там документацию, которая требует лицензия. Если хоть один это условие не будет выполнено, отберут лицензию. И старые лицензиаты потому боялись, потому что государство им отбирало уже лицензии. Они вот успели и передали. Передача это в кавичках, понимаете. Они продали лицензию. Вот честно говоря, они же хорошо знают, что эту лицензию продали.
по закону значит, государство знает, и агентство знает, это не передача, а продажа лицензии. Они продали эту лицензию. Когда Гелан все выполнили лицензии, обустроили скважину, вы знаете, в каком состоянии была скважина? Скважина изливалась бесхозная вода, там не было обустроено ни над Капташкой, ни зоны, ничего не было там. Когда они увидели, что это уже нормально все стало, у них появился уже как это сказать, аппетит вырос, понимаете? Вот это главное. Вот это главное. Что касается передачи лицензий, это было все по закону. По закону никакая. Просто мне стыдно из-за старых сванецев, что они так выступают. Это просто стыдно, понимаете? Это же Гелану Халахаве привели мне, это Лия Кварацхелия, Мак Ацифурия, муж Мак Ацифурия, по-моему, фамилия Каразанашвили. Гелан первый раз я там видела. Потом Гелан заключил с нами договор, чтобы мы им помогли оформлению разных специализированных документов. Мы подсчитали запасы, мы значит, разработали технологическую схему и так далее и тому подобное. Вот это правда. Здравствуйте, Колбатона Тина. Меня зовут Джамбулат. Да. Я тоже в этой комиссии участвую по обращению вот этой группы людей из Грузии. Да. Разбирательством. У меня такой вопрос. Мы так немножко тут документы кое-какие увидели уже предварительно, немножко это, чтобы передача вот эта наша не затягивалась, чтобы конкретно. Вы как специалист, эти люди, я так понял, суды подавали в Грузию. И вы вас 10 раз. И вас как специалиста туда привлекали. Конечно, конечно. Какие решения вот судами были приняты? В чью пользу? Оправдали все нового лицензианту. Они оправдали новый лицензиат, потому что все было по закону, абсолютно по закону, понимаете? В суде уже нету дела, потому что даже апелляционный суд оправдал это, значит, Гелани Халухаева. То есть все суды, все инстанции, куда они подавали, в конечном итоге... Они проиграли, все суды они проиграли, потому что сейчас они уже нервничают, понимаете? В суде они проиграли, потом это фейк, это видео положили. Это же просто стыдно, за их мне просто стыдно. Я женщина, никогда это ложь не скажу, никогда, потому что это перед моими глазами все это было. 10 лет мы работаем по Лугела, 10 лет. Вот последние годы, как у них возрос этот аппетит, последние годы, когда все выполнено, когда начали разливать, когда добывают нормально воду, понимаете, они хотели приобрести землю рядом со скважиной, чтобы пробурить новую скважину и повредить эту скважину. Я написала это в Министерство экономики, это ни в коем случае нельзя, ни в коем случае, потому что это как один бассейн, это водоносный, понимаете, ни в коем случае нельзя параллельно пробурить там скважину. Все они стараются, чтобы это повредить это лицензианту, понимаете, все они стараются, на все они идут. У них вообще уже совести нету. Я понял, спасибо за ответ. У меня еще один такой вопрос. Скважина же без земли не может как бы работать. Вот эта лицензия на основании, наверное, каких-то документов на эту землю выдается. Вот эта земля, она все как бы на компанию Гелани оформлена, да, я так понял? Все. Это знаете, как это? Когда выдают лицензию, потом вокруг скважины 700 квадратных метров, это принадлежит скважине. Это горный отвод, называется, так называемый горный отвод. Это принадлежит скважине. Пока человек имеет лицензию, это горный отвод принадлежит ему, понимаете? Так что это значит? Это земля скважины. Земля скважины, понимаете? Что касается примкнувшей территории, это вторая зона санитарной охраны. Там можно вообще построить или что-нибудь сделать. Конечно, можно, чтобы не повредило месторождению. То есть, получается, если Гелани был вором, украл лицензию, он еще документы на землю должен был украсть, да, там? Конечно.
Конечно, конечно. А в Это документах просто, извиняюсь я за такое выражение, но это просто свинство, когда они говорят, что украл. Как можно, когда это я сама все это составила, да, это заполнила в форме. Как украл? Они подписали, при мне они подписали всю эту документацию, понимаете, и увезли потом это в агентство по охране природы. Как им не стыдно, что такие вещи говорят? Как им не стыдно? Какой там украл? После этого, когда они затихли, они продали лицензию, а потом затихли. И когда уже началось вот возрождаться, когда начало там работу вообще, тогда они очнулись и проснулись тогда. Еще один такой вопрос. Вот, Они, извиняюсь, Джамбулат. Да. Значит, они еще написали это в суде жалобу на агентство природных ресурсов. Там тоже проиграли. Они даже приостановили какое-то время действие лицензии, пока выяснится вопрос. А потом все оправдался Гелан Халухаев, это новый лицензиант. И это, значит, оправдался еще агентство. И все это сейчас уже продолжается действовать с лицензией. Как им не стыдно? Они вредят, просто вредят, понимаете? Я понял. А еще один такой вопрос. До того, как компания Гелани приобрела эту скважину, вот, Да. там какие-то строительства, какие-то помещения, что-то было, там вот какое-то Ничего абсолютно не было. Ничего абсолютно. Единственная скважина, испорченная скважина, ни оголовки, ничего. Все это там переделал Гелани, там прочистила скважину, потом оголовку хромоникелем, это нержавеющую поставила оголовку. Там измерительная аппаратура, это все это новый лицензиат делала. До этого там было только ствол скважины и изливалась бесхозная вода. Предприятие полностью это получается, Гелани уже построил, конечно, когда владел. Конечно. Ага. Это же очевидно. Угу. Спасибо большое. То есть они, как мы поняли, де-факто они продали эту лицензию, де-факто. Конечно. Де-юре Гелани его получил законным юридическим путем. Конечно. После того, как Гелани начал там строить и развивать его, и получать прибыль, у них выросли аппетиты. Правильно? Конечно. Вот это мне это обидно, понимаете? Это мне обидно. Просто потому что это, значит, маленькие человечки они, маленькие, понимаете? Это не люди. Как можно так вообще? Я вот подчеркиваю, я женщина. Я никогда на такой поступок не пойду. Батонатина. Я вот, в принципе, мы проговорим, наверное, с товарищами уже сами здесь. Мы услышали вас, не хотим ваше время отнимать. Вы полностью на все наши вопросы ответили. Все, что мы хотели узнать, мы услышали. Спасибо вам большое. Вот. Ради Бога. Спасибо большое. Албатона, спасибо вам огромное. Вы нам очень сильно помогли разобраться в этом деле. Ради Бога, я всегда рада. Спасибо. Не то, что Гелану, я всем помогу, всем, которые служат правду и служат вообще хорошее дело. Спасибо большое. Ради Бога, счастливо. И успеху вам тоже всем.